Воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Миллиарды во дворах. Проект двора с указанием объемов асфальтирования, установки МАФов, светильников. Это есть? Это все есть. В республике запущена вторая очередь программы по благоустройству придомовых территорий. Азат Садриев выяснил, рабочие должны появиться во дворах не позднее 1 мая. А столиков уже нету? Вот барные, которые считают столиком. Общепит и магазин в одном флаконе могут остаться без лицензии. Вот идет дымок. Он открытый. А вот этот... сейчас я открыл. Депутаты Госсобрания инициировали закон, требующий разделить помещение стеной и дверью. Динара Таймасханова от тех, чьи лавочки могут прикрыть. В соседней деревне где-то 11 собак съели. И у нас в деревне собаки 3, наверное. В остатке лишь конура и поводок. В деревнях не слышен лай собак и действует комендантский час даже для взрослых. Страшно же волки вдруг выйдут. Кто держит сельчан в страхе? Серая стая. Специальный репортаж Эмили Тимашева. Страховка штукатуркой или рулоном обоев? Если повреждены обои, мы же не платим за одну стену. Мы оплачиваем полностью оклейку всей комнаты. Быть ли натуральному возмещению в сфере недвижимости, по примеру автогражданки? Пусть бы взяли на себя ремонт, я бы не отказалась. Мне бы меньше бегать не было. Артур Шамсудинов провел калькуляцию, как возмещать убытки выгоднее, ремонтом или деньгами. Вкус дома в центре столицы. Не нужно рассказывать, нужно просто привезти в этот прекрасный ресторан. Башкирские блюда, уральские пейзажи, родные напевы. Здесь очень много вкусных блюд, которые даже я не пробовала в детстве. В Москве открылся ресторан «Башкортостан». Сразу 2 землетрясения произошли на границе Башкортостана с Челябинской областью. Подземные толчки зафиксировали сейсмологи. Специальные датчики определили источником сигнала именно границу республики с соседней областью. Самый мощный толчок произошел в районе складок Уральских гор, вблизи населенных пунктов Ашаева и Новобелокотай у Нязапетровска. Магнитуда этого землетрясения зафиксирована на отметке 3 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Казахстанский национальный центр данных. Немного слабее колебания земли были неподалеку от поселений Мусина, Кулушева и Кутуева 2,8. Как утверждают специалисты, толчки такой мощности совершенно не несут угрозы для жителей и построек. Их могут почувствовать лишь очень чувствительные люди и только внутри зданий. Добавлю, что до Башкортостана волна землетрясений на Урале добиралась последний раз в сентябре 2018-го. Магнитуда самых сильных толчков достигала тогда 6 баллов. Сейсмическая активность в Уральских горах оказалась настолько сильной, что трясло Челябинск, Уфу и Екатеринбург. В Катав-Ивановске пришлось эвакуировать больницу, тогда на здании появились трещины. В многоэтажках же столицы Башкортостана качались двери, люстры и отклеивались новые обои. В Башкортостане создадут рабочую группу по разработке кушта. Об этом заявил Ради Хабиров на встрече с представителями научного сообщества. В Доме Республики участники встречи высказали предложения по максимальному сохранению флоры и фауны в Шихане, а также указали на необходимость дальнейшей глубокой модернизации производства соды. По словам руководителя региона, участники рабочей группы должны будут тщательно изучить проект разработки Шихана и подготовить рекомендации по наиболее рациональному проведению геолого-разведческих и других работ. Куштау будет разрабатываться, нам никто и не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей, подчеркнул Ради Хабиров. Почти 2 миллиарда во дворы. С 1 мая в Башкортостане начнется очередной этап комплексного благоустройства придомовых территорий. На неделе глава республики Ради Хабиров потребовал провести все запланированные работы качественно и в срок. Ответственность в случае срыва ремонта дворов будет лежать на руководителях муниципалитетов, иначе им придется освободить кресла. Азат Садриев о новшествах проекта «Башкирские дворики». Слово не скажу, даже так. Старались сами люди. Хорошо сделали. Хальфату Хайдарову хотелось бы говорить так о своем дворе, но пока приходится с завистью вспоминать комплексное благоустройство в соседнем. В прошлом году в рамках проекта «Башкирские дворики» в селе Караидель обновили сразу 4 придомовых территории по улице Юрия Гагарина. Уложили новый асфальт, поставили детскую площадку, обновили светильники, отремонтировали подъезды. И вот очередь дошла и до домов по улице Максима Горького. Эти двухэтажки включены в программу на текущий год.
Башкирские дворики у нас будет. Это выбрано наш два дома, эти рядом почти что. Держать нам надо самим этот дом, подъезды, каждому это должен держать. В чистоте, в порядке, вытирать или все. Бюджет проекта «Башкирские дворики» на текущий год вырос на 10% и вплотную приблизился к 2 миллиардам рублей. Эту сумму разделят на 390 республиканских дворов, список которых уже определен. Комплексное благоустройство включает в себя установку новых светильников, ограждений, камер видеонаблюдения. Большинство жителей также просят расширить парковочные места и оборудовать безопасные детские игровые площадки. Списки адресные у нас есть, висят, то есть жители могут посмотреть. А вот уже окончательная схема, когда уже вот проект двора с указанием там объемов асфальтирования, установки МАФов, светильников, это есть? Это все есть, дизайн-проекты защищены и представлены, и утверждены населением. А где на их можно посмотреть? На сайтах администрации, муниципальных То есть там образований. есть двор, и, соответственно, какой будет... Какой будет двор? Как он будет выглядеть? Мое контрольное управление пусть посмотрит, пожалуйста, по районам, как это делается, ладно? То есть не просто перечень должен быть дворов, но и уже дизайн-проект. Жители домов по улице Максима Горького, села Караидель, с дизайн-проектами своих дворов не только ознакомились, но и распечатали их, чтобы контролировать процесс комплексного ремонта. Тут четко указано, где будут клумбы, парковки, сушилки для белья, детская площадка. Учтя опыт прошлого года, оплату за работу произведут только после того, как у жильцов не будет никаких нареканий. Мы определили обязательный перечень работ, который должен быть использован в том или ином башкирском дворике. И оплату по выполненным работам мы будем производить уже после приемки работы населения. Это принципиально важно для нас. Весь строительно-монтажный контроль будут вестись администрациями, будет вестись и населением наших территорий. Конечно же, и авторский надзор будут вести те люди, которые организовывали, создавали проект того или иного башкирского дворика. Глава Башкортостана также дал поручение рассмотреть варианты поддержки республиканских производителей, продукцию которых можно использовать при благоустройстве территории. Решение этой задачи будут искать на выставке в рамках Российского промышленного форума и весеннего форума ЖКХ, которые пройдут в Уфе в феврале и апреле. Считанные месяцы остаются и до начала комплексного ремонта дворов. Ремонтная работа у нас, мы где-то ближе к марту объявим конкурсной процедуры, но где-то в мае месяце уже мы начнем, зайдем с ремонтом. Список дворов в городах и районах Башкортостана, в которых комплексный ремонт пройдет в текущем году, уже определен. Попасть в программу «Башкирские дворики» в 2021-м жители многоквартирных домов могут и самостоятельно. Для этого нужно провести общее собрание собственников помещений МКД, принять решение об участии и до 1 сентября направить заявку в местную администрацию. Комплексного ремонта в селе Караидель ожидают еще 20 придомовых территорий. В рамках проекта «Башкирские дворики» благоустроить их планируют до конца 2024 года. Помимо этого будет оказана поддержка и инициативам жителей. Так, в доме номер 12 по улице Горького жильцы изъявили желание утеплить фасад своей двухэтажки. Половину сметной стоимости люди готовы собрать сами, остальную часть добавит муниципалитет. Азат Садреев, Артур Елаев, Владимир Шевчук и Иван Демидов. Итоги недели. Уфа и Караидельский район. Лавочки прикроют. Депутаты Госсобрания инициировали изменения в законе по продаже алкоголя. В чем их суть? Залы, где продают, и там, где пьют, должны быть отдельными или же иметь отдельный вход. Пока же псевдокафе, прикрываясь лицензией общепита, продают спиртные напитки круглосуточно. Зачастую жители многоэтажек теряют сон, ведь на первых этажах их домов бойко и днем и ночью идет торговля. По подобным заведениям прошлась наш корреспондент Динара Таймасханова. Вот идет дымок. Он открытый. А вот этот... Вот сейчас я открыл. Аргумент, против которого бессилен закон. Тара открытая, а значит нарушений нет. Даже когда на январские праздники в республике объявили сухой закон, продажа спиртных напитков в некоторых точках не прекратилась. Псевдокафе, имеющие лицензию общепита, круглосуточно снабжали постоянных клиентов алкоголем. Ну, тут по закону уже идет, если есть столик для клиентов, а есть туалет с доступом свободным, уже получают документы общепита и обходят тем самым законы.
И столик – это даже роскошь. Мы сами прошлись по магазинчикам возле дома. После 10 вечера, кажется, жизнь в них только начинается. Некоторые так называемые общепиты ограничились просто барной стойкой. Стульев нет, а подступиться к столу и вовсе невозможно. Места клиентов заняла продукция магазина. При этом продавцы заверили, веселые компании тут почти каждый день. При желании можно заказать даже музыку. Только в таких стесненных условиях пуститься в пляс вряд ли получится. А столиков уже нету? А, вот барные, которые сидят столиком. Всю ночь сидят? Конечно, друзья, компании там сидят. Музыку поставили вас. В некоторых торговых точках и вовсе отсутствовали столы. Хотя, согласно лицензии, здесь должен быть общепит. Особо ответственные бизнесмены предусмотрели выдачу пластиковых стаканчиков к спиртному. Ведь, по идее, опустошить приобретенный алкоголь нужно, не выходя из помещения. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется при непосредственном вскрытии потребительской упаковки продавцом, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции. Потребление распития алкогольной продукции, приобретенной в объектах общественного питания, допускается только непосредственно в самом объекте общественного питания. Депутаты башкирского парламента инициировали изменения в законе республики. Если они получат одобрение, то общепит лишится лицензии, если он будет в одном помещении с торговой точкой. Там, где продают, и там, где пьют, должны быть изолированными залами или иметь отдельный вход для посетителей. Мы вносили ряд законодательных инициатив в Государственную Думу, в том числе предлагали по одному и тому же месту не выдавать две лицензии, то есть на общепит и на розницу. К сожалению, нас не поддержали. На сегодняшний день в Госдуме рассматривается законопроект по возвращению регионам, субъектам полномочий по регулированию продажи алкогольной продукции в местах общепита. Законодательство некоторых зарубежных стран предоставляет возможность жильцам многоэтажек самим решить, будет ли заведение в их доме продавать спиртные напитки. Они всегда могут обратиться в правоохранительные органы и отозвать лицензию у кафе, посетители которого нарушают тишину и спокойствие. Жители нашей республики тоже имеют право голоса. Ознакомиться и высказаться в отношении нового закона можно до 9 марта 2020 года на региональном интернет-портале или же пройти по ссылке на сайте Минэкономразвития Республики. Динара Таймасханова, Анастасия Ильчубаева, Вадим Исламов. Итоги недели. Обманутые паломники Башкирии смогут отправиться в хадж в этом году. Речь о десятках пострадавших от рук мошенников. Мусульманам республики выделят отдельные квоты для совершения хаджа в Мекку. Оператором станет Духовное управление мусульман Башкортостана, а работа будет организована совместно с Советом муфтиев России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов по итогам рабочего совещания Совета по хаджу, которое прошло в Уфе. Сейчас идет поиск внутренних резервов. Рынок туроператоров, который занимается организацией хаджа, будет очищен, и в паломничество будут отправлять только официально аккредитованные фирмы. Российская Федерация получила на 5000 мест больше квоту для паломников. Я очень верю, это еще работа предстоит, что среди них будут и все те, которых мы называем обманутые паломники. Они действительно выполнили все условия, но в силу нечистоплотных действий ряда деятелей не смогли попасть. Поэтому вот сегодня очень признателен, благодаря настойчивости Ильяса Магомеда Саламовича, Совет по хаджу принял решение о выделении дополнительных квот Думу РБ. И уже в этом году в первую очередь поедут на хадж те люди, которые в свое время не смогли этим воспользоваться. Чтобы не допустить появления обманутых паломников, в прошлом сезоне первые меры уже были приняты. Впервые в истории организации хаджа мусульмане, направляющиеся в Мекку или в Медину, получили индивидуальные сертификаты, отпечатанные на предприятии госзнака на специальной бумаге с водяными знаками. Документ имел 5 степеней защиты. Не деньгами, а ремонтом смогут компенсировать ущерб по недвижимости. Всероссийский союз страховщиков предложил узаконить натуральное возмещение. По сути, это аналог того, что уже используется в автогражданке, когда автомобиль после ДТП страховщики сдают в авторизованные сервисы. И все же, одно дело восстановить машину, другое сделать ремонт квартиры после пожара или затопа. Наш корреспондент попытался понять, с какими проблемами могут столкнуться клиенты и компании при выплатах в натуре. Материал Артура Шамсудинова. Здесь обновленный, во-первых, потолок натяжной, люстра,
которая лопнула под тяжестью воды, а воды было очень-очень много, поменяли обои. Ну, естественно, все остальное. Ремонт в ее случае не прихоть, а скорее необходимость. На обновление интерьера квартиры Тамару Мазину подтолкнул сосед сверху, который затопил пенсионерку. В результате пришлось поменять обои и заново вешать навесной потолок. В этой ситуации, говорит женщина, порадовало только одно. Недвижимость была застрахована, а потому все расходы покрыла компания. Вообще, конечно, это хлопотно. Если бы не было этого затопа, было бы все нормально, и я бы не ходила и не делала бы. Пусть бы взяли на себя ремонт, я бы не отказалась. Мне бы меньше бегать не было. Всероссийский союз страховщиков предложил избавить клиентов от еще одной головной боли, а именно узаконить натуральный способ возмещения ущерба. То есть вместо денег Тамара Ивановна могла бы получить готовый ремонт. Предлагается изменить описание предмета договора страхования так, чтобы оно учитывало возможность не только возмещения убытков, как это предусмотрено действующей редакцией, но и исполнения в форме натурального возмещения. Форма возмещения должна определяться по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом. Сейчас натуральное возмещение активно используется в автостраховании. В случае ДТП пострадавшему могут не выплачивать деньгами по ОСАГО, а направить в автосервис. В этом случае у водителя меньше волокиты касаемо ремонта, но и меньше выбора. Адвокат Вероника Рустамова на собственной машине ощутила разницу денежного и натурального возмещения. Страховщики, например, ограничивают выбор сервисов, где можно делать ремонт. И пришлось проезжать все эти сервисы, смотреть их оборудование, сотрудников, оснащение, чтобы вообще понять, где машину нормально отремонтируют. Читать отзывы. Ну, то есть ты просто так не можешь взять и выбрать какую-то компанию, нужно проделать определенную работу, выбрать. И мне будет проще в своем сервисе, там, где все проверено, сделать так, как надо, чем мне будут ставить контрактные запчасти. По закону ремонт по ОСАГО должен осуществляться только с использованием новых комплектующих. Стоимость запчастей указана в специальном реестре. И в этой части определенные трудности возникают уже у автосервисов. Не всегда, например, цена из списка совпадает с тем, что на рынке. Цены бывают и расходятся. Этап согласования, так скажем, самый долгий. Почему? Что именно? Сперва скрытые повреждения согласовываем. Это один этап. Тоже время занимает. Согласуем калькуляцию стоимости ремонта. Тоже время занимает. Когда автомобиль уж сюда попадает, то делаем быстро. Не получится ли так, что и ремонтные бригады при натуральном возмещении будут пытаться сэкономить на стройматериалах? Этап калькуляции действительно один из самых долгих. И во многом скорость согласования зависит от того, насколько тщательно будет произведена оценка. При оценке рыночной стоимости повреждения мебели учитывается, получается, ее состояние на момент осмотра, в зависимости от того, степень повреждения, то есть возможно ли ее восстановить, эту мебель, да, и, соответственно, от стоимости новой мебели делаются корректировки по проценту износа, по состоянию на момент осмотра и по проценту, сколько повреждено мебели. Средняя цена страховки недвижимости на сегодня около 6 тысяч рублей. Натуральное возмещение может увеличить расходы, что, соответственно, скажется и на стоимости услуги. Сами страховщики к новшеству относятся сдержанно. Все-таки деньгами компенсировать ущерб проще. По аналогии, скорее всего, за качество ремонта будет опять отвечать страховщик в случае с ремонтом квартир. Поэтому, конечно, это несколько усложняет, в общем-то, сам процесс урегулирования, но, с другой стороны, это дает конкурентное преимущество той компании, которая это организует качественно и в определенные сроки. Когда мы возмещаем ущерб, мы там, например, если повреждены обои, мы же не платим за одну стену. Мы оплачиваем полностью оклейку всей комнаты, да, то есть, чтобы вы понимали там. И если, например, поврежден диван и только его одна ручка, никто не платит за одну часть, платится полное восстановление данного дивана. В ряде регионов, а это Москва и Московская область, один из федеральных страховщиков уже реализует натуральное возмещение по недвижимости. Однако в Башкортостане эту опцию пока не запустили, так как не смогли аккредитовать подрядную организацию. Эксперты пока не берутся давать оценку, насколько услуга будет популярна. Все-таки в целом недвижимость люди страхуют не так охотно. Да и готовы ли вы доверить свой интерьер вкусу страховщика? Артур Шамсудинов, Дан Хамитов и Станислав Птица. Итоги недели.
Единая школьная форма. Быть или не быть? Таким вопросом задалось Министерство образования республики. Ведомство проводит опрос среди учеников, родителей и учителей. Предлагается ввести в регионе стандарт одежды, единый для всех школ. Мнения разделились. Сейчас в Башкортостане формы заказывают только на уровне школ или районов. О том, почему школьников хотят одеть одинаково и что об этом они думают сами, репортаж Анастасии Ильчебаевой. У каждого ребенка свое видение композиционного решения, свое видение цвета. Кто-то пишет более темными такими красками, кто-то пишет очень светлыми, яркими красками. Это зависит, конечно, от индивидуальности. Ее они стараются по максимуму выразить в своих работах. Здесь не найти двух похожих картин. А вот внешний вид школьников художественного интерната как под копирку. Вроде бы казалось, творческие натуры, но школьная форма едина для всех. И большинство учеников искренне за. Это как личность школы. Она добавляет дисциплинированности ученикам. Школьная форма обязывает человека учиться. Это показывает твой характер, твою настойчивость. Мы чувствуем себя все на равных, мне кажется. Форма очень красивая, мне очень нравится, цвет такой необычный. Его нелегко смешать, на самом деле, в палитре. Все украшивает нас, и то, что это эмблема наша, она показывает, что мы с художественной школы. Логотип, кстати, разрабатывали сами ученики РХГИ. Когда было решено вводить единую форму, в интернате объявили конкурс на лучшую идею. Выиграла кисточка на фоне флага Башкортостана из полос красок. Единая школьная форма, считают педагоги, дисциплинирует и уравнивает, но не с целью скрыть индивидуальность учеников. У детей нету такого, что вот этот богатый одел более шикарный костюм, а я одел более попроще, одинаковая форма. Я всегда на линейке говорю, что я носила школьную форму, у нас была коричневая форма и белый праздничный фартук. Я с гордостью носила школьную форму. Форма советского образца, кстати, не забыта. Для школьниц уже стала традицией надевать ее на последний звонок. А в художественном интернате и вовсе 11-классницы ходят в ней последнюю четверть. Многие из учеников гимназии в будущем мечтают стать дизайнерами одежды. И мы решили узнать, что для них идеальная школьная форма. Я бы, наверное, сделала, что девочкам нужно носить просто юбки и рубашки. Хотелось бы видеть цветные рубашки, хотя бы, допустим, смотрите, в одно время строгость в юбках, но в другое время и немножко, свободы в цвете рубашек, допустим, в их узорах. И можно было бы еще вместо блузок обычно рубашки носить тоже, потому что нас иногда требуют, чтобы мы иногда надели водолазки. Хотела, чтобы не только мальчикам, то есть можно было носить брюки классические, а и девочкам тоже, потому что мне кажется, что она как-то более удобнее. Чтобы угодить всем, видимо, нужно несколько комбинаций одежды, но вполне возможно, что скоро в Башкортостане появится единая форма для всех школьников. Министерство образования республики сейчас проводит сбор мнений, стоит ли вводить единый стандарт в одежде учеников. Для этого были созданы 3 опросника – для родителей, учителей, для тех, кому придется носить эту форму, то есть школьников. Здесь необходимо ответить, за вы или против, указать цвет, который предпочитаете, и насколько быстро, по вашему мнению, должен состояться переход к единой школьной форме, если, конечно, вы его одобряете. Опрос продлится до 20 февраля. Уже проголосовало 85 тысяч родителей и 500 тысяч школьников. Мнения разные, но если взрослые предпочитают введение единой школьной формы, то дети менее склонны к этому, достаточно сдержаны в выражении своего мнения, и цифры по введению школьной формы у них ниже, то есть согласие у них меньше с единой школьной формой. Родители тоже выражают различные мнения, но я уже сказала, что большинство все-таки выступает за единство в школьной форме, но есть отдельные мнения, достаточно резкие, резонансные, и мы их тоже будем обсуждать. В республике уже около 20 районов выбрали для себя унифицированную форму. В Уфе чаще всего единую одежду для учеников выбирают гимназии, рассказывает Изольда Абдрахманова, владелица ателье. Это своего рода подчеркивание принадлежности к учебному заведению. Для школ индивидуально разрабатываются фасоны, символика. Вот, например, форма 39-й гимназии. А так она уже выглядит на учениках. Я думаю, не все школы согласятся ходить все одинаково, потому что в каждой школе есть своя стилистика и цветовая гамма. И поэтому я думаю, что лучше разрабатывать для каждой школы свои именно
свою школьную форму. И когда они будут участвовать на олимпиадах, там, либо на каких-то общих мероприятиях, чтобы было видно, что это вот это 39-я школа, это другая школа. То есть по школьной форме они будут отличаться, будет видно, кто из какой школы. Сейчас многих родителей, говорят, в Министерстве образования волнует цвет будущей формы и стоимость, если все-таки будет решено перейти к единой. Поэтому на школьном форуме «Взлетай» через 2 недели будет организована площадка для обсуждений. А вот многих учеников больше волнует, как бы не потеряться в серой массе. Но тут легко выйти из положения. Выделиться можно и с помощью украшений или, например, обуви. Иногда достаточно повязать ремень, чтобы изменить образ. Анастасия Чебаева, Вадим Исламов. Итоги недели. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой. Состояние двухлетнего ребенка, найденного в морозную ночь в сугробе, тяжелое, но стабильное. За его здоровье борются врачи Республиканской детской клинической больницы. Инцидент произошел в селе Нугуш Мелеузовского района. Малыш провел долгое время на морозе при минус 25 градусах. В критическом состоянии с температурой тела 20 градусов его доставили сначала в районную больницу. Как стало известно позже, семья ребенка считается неблагополучной. По неподтвержденной информации, малыш потерялся, когда его мать вместе с сожителем шла за выпивкой к соседке. Расследованием ситуации занимаются правоохранительные органы. Карантин в уфимских школах продлевается еще на неделю, то есть дети будут обучаться дистанционно по 24 февраля включительно. Напомним, ограничительные меры были введены с 10 февраля. Число заболевших ОРВИ и гриппом на этой неделе перевалило за 36 тысяч человек, что превышает эпидемический порог заболеваемости на 60%. Уже четверть всех школ республики на карантине. Кроме образовательных учреждений Уфы и Нефтекамска, с предстоящей недели учебный процесс полностью приостанавливает школы Салавата, Белебеевского и Дуванского районов. В Уфе врачи спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина, опасаясь коронавируса. Молодой человек вернулся домой в столицу республики и почувствовал недомогание, но не смог пройти обследование в местной клинике. Медперсонал 4-й инфекционной больницы, узнав детали путешествия, разбежался. Мужчина рассказал, что 8 месяцев провел в Китае. Врачи разговаривали с пациентом через закрытые двери и отправили его на выход через черный ход. Продолжая тему, заболевших коронавирусом не будут заселять в профилактории в селе Нижегородка. Там будет размещен обсерватор для тех, кто прилетел из Китая. Сейчас туристов из Поднебесной отправляют в федеральный центр. Мест там хватает. И только когда они будут заполнены, людей, побывавших в Китае, будут направлять в регионы. Пункты для наблюдения за туристами созданы по всей стране. В Башкортостане его организовали в санатории под Уфой. Телеканал БСТ запускает акцию в честь 75-летия Великой Победы. 75 неизвестных фактов. Республика Башкортостан в годы войны. На нашем сайте Башньюз с 3 февраля любой желающий может заполнить анкету и поделиться неизвестными или малоизвестными фактами, связанными с жизнью республики в период Великой Отечественной войны. О самых ярких обнаруженных историях телезрители узнают 9 мая во время телемарафона, который продлится весь день в прямом эфире на телеканале БСТ. Чтобы проверить паспорт животного, теперь достаточно гаджета, напоминающего смартфон. Первый карманный компьютер ветеринара в России стали применять в Башкортостане. Приборы получили 10 участковых ветврачей Стерлитамака. При помощи нового аппарата уже нашли одного потерявшегося питомца. Им оказался черный кот по кличке Кузя. Благодаря закодированной информации в подкожном чипе животное скоро вернется к хозяевам. Бурый медведь Василий из башкирского питомника покорил интернет. В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором косолапый катает на льду замерзшего пруда в Ярославской области свою хозяйку. Позже женщина рассказала журналистам, что Вася достаточно молодой зверь. Ему 2 года, и он очень привязан к людям. Взяли Мишку из питомника в Башкортостане. Мясу он предпочитает ведро молока в день, морковь, картошку и творог. Герой специального репортажа Эмиля Тимашева, который выйдет в эфир сразу после итогов недели, тоже звери. Только вот эмоции они вызывают не столь умилительные. Ведь звери держат в страхе целые населенные пункты, где уже действует негласный комендантский час даже для взрослых.
Вот эта дорога ведет в деревню, где волки загрызли последнюю собаку. В соседней деревне где-то 11 собак сидит. И у нас в деревне собаки 3, наверное. Скандинавские ходили женщины постоянно. Сейчас не стали ходить. Днем только ходят. Ну, страшно же, волки вдруг выйдут. Если, допустим, он голодный, он начинает глотать мясо, он даже его не пережевывает. Волк и человек, до недавних пор они идут параллельно друг другу. Люди начали занимать их территорию. Мстят они? Мстят просто. Когда этот момент наступит, не знает никто. Либо через минуту, либо через несколько часов. Ты его взял? Да. Ну все. А где еще? Да. Килограмм 12. Посадка космических кораблей в Уфе могла стать реальностью еще в 80-е годы, а космонавт из Башкирии должен был получить звезду героя. Но в историю вмешалась перестройка. Сегодня в Федерации космонавтики пытаются восстановить справедливость и добиваются присвоения звания Героя России Уралу Султанову. Известный летчик-испытатель из Уфы работал над легендарным проектом космического корабля «Буран». Со съемочной группой телеканала БСТ он поделился удивительными подробностями своих испытаний. Репортаж Юлии Нигматуллиной. Все космонавты – это прежде всего летчики. И до полета в космос они, конечно, большую часть своего времени проводили за штурвалами самолетов. Например, вот такого МиГ-21. Использовали защитный шлем. Но уже при полетах на орбиту их заменяли на гермошлем. И так на голову хрясь. И вот тут вот резина к шее прилипает и обеспечивает герметизацию. Гермошлем номер 6. Горшок или кастрюля, как его называют летчики-испытатели. На большой высоте в случае разгерметизации самолета в этот шлем под давлением подается кислород. И когда разговариваешь, приходится с усилием говорить. Я 222-й. А если, значит, не вдувать, то тогда я останусь без кислорода и потеряю сознание. Подобные ситуации не раз случались в работе Урала Султанова. Летчик-испытатель из Башкирии входил в состав легендарного отряда космонавтов, которые работали над проектом «Буран». На самолетах отрабатывали методику управления многоразовым космическим кораблем. Вспоминает, как однажды в ходе полета на высоте 20 километров у самолета лопнуло стекло пилотской кабины. Я просто ручку схватил товарища, пересилил и вертикальную скорость забомбашил. А он орет, Вова, говорит: «Урал, у меня управление отказало». Я говорю: «А у меня нет». Именно этот высотно-компенсирующий костюм тогда спас летчику жизнь. Во время разгерметизации кабины он сдавил все тело и предотвратил выкипание азота из крови. Теперь костюм хранится в музее Уфимского авиационного университета. Надеть его просят студентку Лилию Ишкинину, чтобы наглядно продемонстрировать принцип действия. Немного клаустрофобия развивается, если честно. Я понимаю, что еще в таком состоянии нужно решать какие-то проблемы. Мне кажется, это очень сложно. Они действительно герои. Здесь же в музее стоит ракетный двигатель РД-107, который в составе ракетоносителя выводил многоразовый космический корабль «Буран» на орбиту. Двигатель оказался настолько удачным, что он востребован и сегодня. Вот сегодняшние все ракеты-носители и пилотируемые корабли выводятся с помощью этих двигателей. Это запись первого и последнего полета «Бурана» 15 ноября 1988 года. В автоматическом режиме без пилотирования людьми он стартовал с Байконура и, совершив 2 витка вокруг Земли, вернулся обратно. При этом на посадке корабль, получив данное направление ветра, принял самостоятельное решение развернуться и сесть не с запада на восток, как планировалось, а с востока на запад, чем очень удивил многих участников команды. Прошел и сел с обратным стартом. Ну, некоторые там не знали об этом. Они сильно испугались, думали, что все уже, куку накрылся. Нет, он все нормально решил. То есть, по сути, признаки искусственного интеллекта? Ну да, в принципе, да. Интересно, что полоса для аварийной посадки «Бурана» была построена именно в Уфе. Инженеры рассчитали, что в случае отказа двигателя ракетоносителя на старте сам «Буран» можно будет спасти. И расчет траектории приземления в таком случае выпадал как раз на Уфу. Эта полоса по-прежнему существует на территории современного аэропорта. Тогда можно было даже в Уфу приземлиться на «Буране». Выйти, плюнуть, чай попить, потом дальше полететь.
В 1991 году Урал Султанов должен был получить звезду героя. Уже готовились необходимые документы. Но перестройка внесла свои коррективы. Проект «Буран» был заморожен, а в 2002 году на знаменитый космический корабль рухнула крыша ангара в Казахстане. Покорив космос, он погиб в забвении на Земле. Между тем, сегодня в Башкортостане работает уникальная аэрокосмическая школа имени Урала Султанова. У нее нет аналогов в России. Здесь талантливые дети со всей страны выходят на связь с МКС, встречаются с космонавтами, занимаются моделированием. Сегодня в Федерации космонавтики пытаются восстановить справедливость и ходатайствуют о присвоении Уралу Султанову звания Героя России. Сколько он сделал для нашей страны, сколько он испытал самолетов. Вот к нам в Башкирию приезжают герои России, да, которые летчики. Они все на этих самолетах летают и стали героями. Но они не знают, что эти самолеты ставил на крыло как раз Урал Назибович и потерял здоровье свое. Он умер, этот погиб, этот погиб. Их называли «волчьей стаей» по имени командира отряда Игоря Волка. Из 11 человек сегодня живы лишь 4. Фраза «здоров как космонавт» имеет мало общего с действительностью, признается Урал Назибович. Но о деле, которому посвятил всю жизнь, он, конечно, ничуть не жалеет и верит, что у российской космонавтики есть будущее. Юлия Нигматульна, Булат Садриев. Итоги недели. В Москве открыли свой Башкортостан. Так назвали ресторан национальной кухни рядом со станцией метро «Красные ворота». Традиционные блюда и живая музыка курая и кубыза. На официальное открытие собрались известные уроженцы Башкортостана, артисты и певцы. Среди них Оскар Абдразаков, певица Алсу, Элвин Грей. Событие можно назвать гастрономическим возвращением на родину. Башкортостан вкусный и мелодичный теперь и в Москве. На сцене живое звучание курая, на стенах, словно из окна, родные пейзажи. На столе зурбелеш по бабушкиному рецепту. Верх у блюда срезан, содержимое накладывается в тарелки. Составление меню, приготовление и традиционная подача. Были приглашены повара из Башкортостана. Я брал старые блюда башкирские и делал их на современный лад. То есть, допустим, салат агидель. Он состоит из рыбы, в основном, как бы, из картошки и местной травы, и все. Я как бы, добавил туда необычную картошку, допустим, запек его на углях, закоптил, рыбу сделал слабосоленую. Все сохранили так, как у нас вызвали поваров из Башкирии, пару поваров, так как всем показали, как это должно быть. И также подача, также выпекание, также мариновка. Несложно было, можно было научиться, как бы это легко, и готовить вкусно все, подавать. На неделе официальное открытие Башкортостана в Москве. Техническое еще в конце прошлого года. Место облюбовали наши известные земляки, переехавшие в столицу России. Поход в ресторан, словно возвращение на родину, только гастрономическое. Мы здесь частенько бываем, так что, может быть, увидимся. Здесь очень много вкусных блюд, которые даже я не пробовала в детстве. С 2010 года живу в Москве, и хожу в различные рестораны, там есть кавказские, да, там, разные, украинские, там, русский ресторан, да, но вот чего-то своего не хватало. Я могу приводить сюда, во-первых, своих друзей, говорить о башкирской кухне. Не нужно рассказывать, нужно просто привезти в этот прекрасный ресторан. В Москве около сотни гастрономических экскурсий, в том числе национальных. Одной из точек маршрута, пока что теоретически, может стать Башкортостан. Потенциальные туристы, которые попробуют башкирскую кухню, придут в этот ресторан, естественно, у них появится интерес посетить Уфу, посетить Республику Башкортостан. И мы тоже будем способствовать рекламе этого заведения. Обязательно разместим в рекламных целях, поделимся открытием этого ресторана на своей официальной страничке в социальных сетях. И, конечно, будем способствовать тому, чтобы турецкие туристы тоже посещали и лично вкусили башкирскую кухню. Башкирская еда в Москве уже была. Кафе рядом с метро Перова так и называлось – Башкорт-Аше. В конце прошлого века туда приезжал народный поэт Мустай Карим, чтобы встретиться со студентами из республики. Национальные традиции нельзя забывать, считает глава региона Радий Хабиров, тем более на родине. Новые рестораны башкирской кухни в скором времени могут появиться и в Уфе. У нас действительно 1-2 ресторана, которые более-менее. Подождите немножко, у нас 2 больших проекта сейчас мы ведем, которые будут именно ресторан башкирской кухни. Национальная кухня – часть национальной истории. Если традиционные костюмы уже не носят в повседневной жизни, предметы быта прошлых веков вряд ли кто-то использует. Хотя, несомненно, об этом помнят и хранят в музее. А вот еду, которую готовили предки 100 лет назад, готовят и сегодня.
Лилия Курбанова, Дмитрий Аксаев, Камиль Генбердин. Итоги недели. Москва. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Ну а прямо сейчас специальный репортаж Эмили Тимашева «Серая стая». Не пропустите, будет интересно.